Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, почему водитель «Лады», сбив девушку на пешеходном переходе, уехал с места происшествия. Я думал, что с ней спорить, ругаться. Ну, уехал. Покажем, как горел заброшенный дом на улице Межевая в Казани. Когда человек не живет, дом тоже умирает. И почему он вспыхнул. Я ушел, мне не было. А также 2 человека погибли в страшной аварии в Мензелинском районе и раскаяние мужчины, ударившего 12-летнюю девочку в живот. Больше обещаю, как вести себя не буду. Я заплачу. Извините меня. Это и не только. Прямо сейчас. Сильных травм не получила. Было больше обидно, рассказала автоинспекторам 36-летняя женщина, которую на пешеходном переходе на улице Чистопольская не пропустил водитель «Лады Веста». Она шла по всем правилам, когда увидела едущую прямо на нее легковушку. Автомобиль задел ее зеркалом, и вместо того, чтобы остановиться и оформить происшествие, водитель уехал, указав девушке путь, куда ей, по его мнению, нужно идти. Она же осталась на месте и вызвала ГИБДД. У меня болит рука, вот лежит в кармане. Вот тут остановилась, вот еду на двоих. Она шла по проспекту Амирхана. Проезжую часть улицы Чистопольской пересекала по пешеходному переходу. И в самой его середине увидела, как на большой скорости прямо на нее едет «Лада». Он ехал на большой скорости. Я притормозила, потому что он не будет останавливаться. Он начал притормаживать, а начинает доходить зеркало до конца. Он, соответственно, по движению продолжил, задел меня. Не тормозя, на остановке не было. Продолжил движение, задев меня зеркалом локтем руки. Зеркало у него сложилось. А первый мужчина, пока оборачивался, говоря, что вы меня задели, он продолжил движение дальше, не остановившись. Не заметить, что задел ее мужчина, не мог. Водительское зеркало у автомобиля сложилось. Считает, что как минимум должен был остановиться, извиниться и узнать о самочувствии. Вместо этого просто скрылся. Рассказывает, рука болит и планирует обращаться в больницу. Но все это было терпимо. Автоинспекторов вызвало больше потому, что считает себя полностью правой. И было сильно обидно. Рука болит, потому что я не знаю, мне до сих пор я переживаю, мне трясет. Марку и номер автомобиля она запомнила и даже успела сфотографировать. 52-летнего водителя автоинспекторы нашли быстро. Узнав о последствиях оставления места ДТП, он быстро приехал на место происшествия и заявил, что не понимает сути конфликта, потому что никого не сбивал. Она переходила дорогу быстро. Я ее заметил, остановился перед ней. Она прошла и начала там возмущаться с оскорблениями. Я думал, что с ней спорить, ругаться. Ну, уехал. Рассказал, что правила соблюдал, а девушка на него просто наговаривает, тем более про сложившееся зеркало. Уверен, что причина в том, что он не остановился за 5 метров до перехода, чтобы ее пропустить, как того требует правила. Ну, сложилось. Ну, говорят, Москве тур дает. То есть не было такого? Ну, конечно, не было. То есть вы ее не задевали? Я ее не задевал. А почему? Я ее не сбивал. Никакого наезда не было. Но автоинспекторы установили, что пешехода он все же задел, а это уже является дорожно-транспортным происшествием. Позже девушка обратилась в больницу, откуда после оказания помощи ее отпустили на амбулаторное лечение. Мужчину уже доставили в отдел полиции, где на него составили административный протокол за оставление места ДТП. За это ему грозит штраф 1000 рублей. Ответственность, которую водитель понесет за сам наезд, будут определять на детальном разборе происшествия. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, «Вызов 112». 2 человека погибли в страшной аварии в Мензелинском районе. Недалеко от поселка Куземетьево 60-летний водитель «Лады Гранта» на высокой скорости въехал во впереди идущий автомобиль ГАЗ. От полученных травм скончался сам нарушитель и его 61-летняя пассажирка. Оба они были жители Автограда. Установлено, что у погибшего водителя стаж вождения 24 года. За 2 календарных года он привлекался за нарушение правил дорожного движения 9 раз. Заброшенный дом сгорел ночью на улице Межевая в Казани. 2 года назад его владельцы продали строение вместе с землей человеку, который скупает в округе всю землю. С тех пор в доме обосновались люди без определенного места жительства. Особых проблем жильцам соседних домов они не доставляли до этого вечера. Люди просто испугались, что огонь перекинется дальше и может пострадать и их жилье. Дом вспыхнул очень быстро. Ну, там 2 бомжа живут. Может, курили, не знаю, откуда я знаю. 2 года как сносили.
Их раньше 5-6 было, что сейчас двое тут остались. Остальные вон там живут. Пожары жители частного сектора между Большой Крыловкой и улицей Боруди ждали давно. Рассказывают, дома тут активно выкупаются, видимо, под дальнейшую застройку. Пустые, быстро разрушаются, и их обитателями становятся люди без определенного места жительства. Человек живет в доме, дом стоит. У нас соседка съехала за год, дом, вот просто, знаете, он прям осел. Дома вот просто нет уже. Когда вот человек не живет, дом тоже умирает. И здесь за 2 года дом тоже просто умер. Таких пустующих домов в окрестностях, говорят местные жители, с десяток. Новые собственники выкупили, получается. Вот он в такое запустение пришел. Новые собственники мер никаких не принимают. Мы неоднократно уже обращались и в прокуратуру, и везде, в администрацию. Никакие меры не принимаются. В связи с этим вот у нас результат такой происходит. На огонь сбежались многие, боялись, что вспыхнул жилой дом, потом, что пламя может перекинуться. Разгорелся сруб очень быстро. Вот что-то так странно разгорелся. То есть дом стоит заброшенный, под снегом, получается, ну, всю зиму. Он же внутри что, так быстро просох, что ли, погода, чтобы... Разгорелся очень быстро. Дочка вышла меня встречать, вот 20 минут, как бы голосовой скинула. Мы встречаемся, поворачиваемся, и дымок пошел. Пока мы сюда добежали, тут уже все полыхало. Обитатели этого дома днем заметили многие рядом с продуктовым магазином. После возгорания их не видели. Как мы поняли, 2 друга, один пьяный спит, другой где-то пока гуляет. Спал один из товарищей на земле прямо за горящей постройкой. Дальше уйти просто не смог. С трудом рассказал, что о пожаре даже не знал. Выпитое отключило сознание, но к возгоранию не причастен. Я вообще нихуя отражение. Я ушел, мне не было. Полицейским предстояла непростая задача – опросить предполагаемого обитателя дома. Сейчас пойдем, хорошо. Я не состоянии. Как рассказали очевидцы, сруб за полчаса выгорел полностью и изнутри, и снаружи. Пожарные не дали распространиться пламени дальше на сухую траву, деревья и другие дома. Причину предстоит выяснить дознавателям. Но по предварительной версии причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Лина Знатуля, Константин Бушуев, вызов 112. Раскаялся, просил прощения и пытался не расплакаться. Мужчина, который в подъезде одного из домов на улице Зорьги в Казани ударил в живот 12-летнюю девочку. Все произошло перед объективом камеры наблюдения, и запись облетела все социальные сети. Личность мужчины правоохранительные органы установили быстро. В доме его хорошо знают. В пьяном виде он себя не контролирует, а страха перед законом нет. Был судим уже не 1 раз и снова может лишиться свободы. Я ударил девушку. Зачем это сделал? Я был просто пьян. Больше обещаю, как вести себя не буду. Я заплачу. Извините меня. Он протрезвел, осознал и понял, что ничем хорошим это ему не обернется. Видео, как мужчина в присутствии своей спутницы в одном из домов на улице Зорги бьет в живот 12-летнюю девочку, облетело все социальные сети. Мужчину узнали. В доме, где он живет, о нем знают все. В отношении него составлен административный материал по статье 6.1.1 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации «Побои». Хочу попросить прощения у этой девушки и у их родителей. То, что я совершил такое правонарушение, и каюсь, и признаю свою вину и извиняюсь, был пьян. Также хочу попросить прощения у жителей дома и у всей Казани и всего Татарстана. Мужчине 60 лет, он ранее был неоднократно судим. Чуть менее месяца назад привлек внимание правоохранителей. Его заподозрили в краже велосипеда у курьера на той же улице Зорги. В полицию тогда заявил сам доставщик и рассказал, что заходил в подъезд на пару минут, чтобы отдать заказ. Но, выйдя, не обнаружил транспортное средство. Тут же позвонил в полицию. Велосипед был служебный. Ущерб служба доставки оценила в 5000 рублей. Задержанный вину свою не отрицал. Рассказал, что выпитый алкоголь придавал уверенности и тянул к приключениям. Когда увидел стоящий у подъезда одного из домов на улице Зорги велосипед, уже знал, что уедет на нем. Преграды не стал и велозамок с цепью. Действовал быстро и решительно. Участковый полномоченный отдела полиции Софиуллина совместно с отделом видеомониторинга Управления МВД России по городу Казани установили личность и местонахождение подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанного взяли подписку о невыезде. Следователи собирают доказательства его вины. Если суд признает его виновным, то мужчина с учетом рецидива может лишиться свободы на срок до 2 лет. Рания Абдрахманова, Нафиса Минязова, вызов 112.
Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.